И еще я хотел бы услышать твою реакцию на эту инсценировку, которую ты слышал. Ну, в Украине меньше, хотя тоже такие в юмористическом каком-то ключе комментировали действия СБУ, там и твое поведение. На Западе больше комментировали, типа не веришь, что нас обманули, мы тут сожаление выражали, а он выжил. Да? Очень мало честных публикаций, на самом деле, на Западе. Вот сегодня вышла статья в германской газете Бориса Райтшустера про тебя, про реальную ситуацию. Но многие как бы не живут в этом, да? Вот что бы ты сказал людям, реакция которых на вот эти события тебя, скажем так, удивила? Да и я сейчас ничего не буду говорить, давайте подождем, когда следствие же продолжается, да, давайте подождем, когда будет озвучено все то, что можно будет озвучить, да, когда можно будет говорить все факты, и тогда просто всем все будет понятно, что это блестящая операция спецслужб сейчас была проведена, что это нужно было делать, что то же самое, пожалуйста, Ксения Кириллова, все стонут, ахуют, морально-этические нормы. Ксения Кириллова в Штатах поговорила с 4 бывшими спецагентами. Они все сказали, что это вообще стандартная практика по всему миру, что так делается во всем мире. Инсценировка преступления – это наилучший способ выявить заказное убийство. Во Франции было ровно то же самое с писателем румынским, когда сделали инсценировку его преступления, его там вообще 3 месяца скрывали, да, инсценировку его убийства. То есть это нормальное дело. Ну, друзья мои, если вы не знаете матчасть, начинаете там говорить про морально-этические принципы, ну, вам матчасть будет представлена. Изучайте, вам все будет показано, доказано и рассказано. Там доказательства того, что это след России, они уже железобетонные, они уже на данный момент железобетонные. Здесь говорить особо-то не о чем. Аркадий, я хочу еще дополнить. Вы знаете, вот мы отслеживаем ситуацию по тому, как представлялась сначала информация о вашей смерти в России, а потом как информация воспринималась российскими пропагандистскими медиа о том, что вы воскресли. Первая реакция. Как же так не уберегли нашего прекрасного российского гражданина, журналиста Бабченко, какие они подлые там в Украине, как у них там все небезопасно, ай-яй-яй. Заявление там представителя России на Совете Безопасности, он и так далее. Потом, когда вы воскресли, сразу же, как же так? Как они могли обмануть Запад? Как они могли обмануть там наши ожидания? Мы уже, так сказать, собрались венки на могилу нести, ай-яй-яй-яй. Это все российская пропаганда. И не надо на это все обращать внимание. Все было сделано правильно, в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом, и цель этого была достигнута. А то, что, знаете, заявляют, вот, а зачем была такая излишняя театральность, что вот он выступление главы СБУ, генерального прокурора, вот появился Бабченко. Извините, но президент Франции Макрон зачем-то пригласил к себе гражданина Африки, который спас ребенка в центре Парижа. Что, лично Макрон этого ребенка спасал? Нет. Просто в любом случае всегда представители правоохранительных органов должны показывать свои результаты. Я не считаю в этом ничего зазорного. Кстати,